эфире программа «Амчра». Здравствуйте. Какой вид спорта в нашей стране самый популярный? Как развивается молодежная политика? И примет ли участие сборная Абхазии по футболу в чемпионате КОНИФА, который планируется провести в Ницце? На эти вопросы в нашей программе отвечает председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джамал Губаз. Джамал Резович, скажите, пожалуйста, почему вы решили возглавить комитет по делам молодежи и спорту? В последние годы, скажем так, ситуация в этой сфере была нерадужной. И даже тот пример, что не проводился чемпионат по футболу, это говорит о многом. Скажем так, чемпионат по футболу проводился даже сразу после войны. На какие силы вы рассчитываете? Прежде всего, я рассчитывал на президента страны Аслана Георгиевича Бжани и на своих друзей. Это Рубен Альбертович Татулян, Сан Саныч Карелин и все, которые мои друзья в России, на них рассчитывал. И все мне сказали, что они меня поддержат, рядом станут, и я пошел на эту работу. Еще года нет, по-моему, как вы возглавляете Да, это еще года ведомство. нет. Да. Вас назначили, по-моему, в мае месяце. Что вам удалось сделать за этот короткий срок? По просьбе президента нашей страны Аслана Георгиевича Бжани сперва мы запустили, которого не было футбола год, наверное, полтора, не было чемпионата Абхазии. Мы его сразу запустили его. Аслан Георгиевич в то тяжелое время, в такой кризис, в такую пандемию, удалось 7 клубам по моей просьбе раздать по 1 миллиону рублей. А мячи, экипировки – это уже мои друзья во главе Рубен Альбертовича Татулян, с которым я с детства вырос и дружу. Мы всем видам спорта Абхазии, которые находятся у нас, всем уделили внимание. Это боксерские перчатки, конникам, овес, волейболистам, баскетболистам, борцам, ковры от Сан Саныча Карелина. Что могли всем видам спорта, видя такое тяжелое положение, всем уделили внимание инвентарем. Это получается примерно, если все вместе взять и поля, это около 18 миллионов. Это мои друзья, которые помогают нашей стране, нашим детям и наше будущее. Ну, вы, наверное, проводите какие-то исследовательские тоже Я отвечу сразу на ваш вопрос. Да, сегодня нашу страну прославляет 2 вида спорта, так в грубой форме скажу, это борьба и бокс. Это те ребята, которые юношеская сборная, молодежная сборная, которые участвуют на чемпионатах мира, Европы, по кадетам, студенческая лига, которые приносят результаты. На сегодняшний день у нас это бокс и борьба, которые нашу всю страну, Абхазию, славят. Так мы можем сказать, что именно вот эти секции больше всего посещают, да, дети? Нет, просто я имею в виду, например, футбол, да, это очень, вы знаете, что массовый вид спорта, да, но в связи, что там это тяжелый процесс, чтобы вся страна как бы футболом занимается, я имею в виду в количественном соотношении, но результаты как бы мы вот КОНИФА выиграли, вы знаете, да, тоже, которое в свое время я организовал. И я имею в виду, бокс просто сейчас страну славит. Наши футболисты пока только по КОНИФА здесь в Абхазии выиграли, а боксеры, вы понимаете, да, они сейчас самые перспективные у нас в России находятся, в ЦСКА находятся, в Ростове находятся, в Краснодаре находятся, да, вот футбол, Лен Сабо, да, вы видели, да, в общем, это же хорошо, абхазец забил московскому «Спартаку». Немногие абхазцы забивали, да. Или возьмите, не все знают, что обладатели Кубка СССР нашей страны Ахрик Цвейба, Рома Хагба, да. А обладатель Кубка России – это Беслан Губля. Он единственный в нашей нации. Мало кто это знает. Об этом же надо говорить. Это надо же продвигать, надо, чтобы они на них равнялись. Возьмите Дениса Цергуш, да? Денис Цергуш – это, я считаю, что достояние нации, да? Он главный тренер Москвы, Московской области. Он главный тренер
сборной России в своей весовой категории. И в конце концов, о нем как о человеке я хочу коротко сказать, это настоящий мужчина нашей нации. Это украшение нашей нации. И я его уговорил, чтобы он еще стал президентом Федерации Абхазии. У него и так времени нету, но я постарался его так уговорить, чтобы он стал тоже рядом со мной. Так что мы имеем очень-очень таких достойных мирового уровня спортсменов. Вообще абхазцы очень талантливая нация во всех направлениях, видах спорта, в науке. И молодежь у нас достойна, просто ими надо заниматься. Чем мы больше вместе с вами детей уберем с улицы, чтобы они занимались спортом, там учились в университетах, тем мы будем богаче и лучше выглядеть во всем мире. Ну и вот как раз вы сказали, чем больше детей мы уберем с улиц. А как это сделать? Как надо не только в городах, а в наших деревнях везде открывать спортивные залы, площадки, детские площадки, завлекать. Северный Кавказ, да, это наши братья, правильно? Там, образно говоря, больше залов и в деревнях, и в городах, чем у нас. А почему так должно быть? Потому что они видят, понимаете, да, результаты, посмотрите, сборная России по борьбе. Не то, что я национализирую, почти все кавказцы, все почти выходцы из Северного Кавказа. Потому что они фанатично ко всему относятся. И мы должны к этому относиться фанатично. Посмотрите, пожалуйста, у них даже женщины рекорды ставят там по гирям, по отжиманию. А спорт – это здоровье нации. Здоровье нации – генофонд. Чем больше абхазцев, вы понимаете, да, тем больше славы, больше полезного для страны, в стране. Но это на идеологическом уровне тоже нужно работу проводить. Только я считаю, что мы должны в день 5 раз показывать по телевизору, что надо заниматься спортом, не курить, не пить, заниматься наукой, потому что вы знаете, что без интеллигенции нашей страны не может быть ничего. То есть люди, с которых тоже надо брать пример. Но у вас есть конкретная программа, вот пошаговая, как это осуществить, и сколько на это нужны финансы? Ну, вы знаете, что в нашей стране в любой отрасли не хватает денег, да, но и для этого есть друзья, для этого есть знакомые, для этого есть абхазцы, которые любят родину, которые любят страну, которые готовы, помогали и будут помогать безвозмездно. И не только абхазцы, многие нации, живущие здесь, все готовы, армяне, греки, знакомые, товарищи, которые выехали, которые здесь живут, все, которые любят свою родину, все помогают нам и будут помогать. В спортивном направлении ведется активная работа, а как же молодежные дела? Как вы собираетесь строить работу в этом направлении? Мы вот сейчас должны собрать все комитеты района обратно. Мы в том году собирали, мы должны тесно общаться, мы должны быть в курсе в каждом городе, что делает молодежь, как делает, какие интересы. И в этом году мы сейчас тоже соберем здесь у нас все комитеты и плотно сотрудничаем, общаемся. Но вы знаете, все-таки в связи с этим тяжелым временем чуть-чуть мы общаемся не так, как нам хотелось бы. Ну, есть какие-нибудь интересные проекты? Да, у нас есть интересные проекты. Мы скоро должны подписать с Российской Федерацией о помощи, о сотрудничестве между Абхазией и Россией. Меморандум должны подписать в ближайшее время. Ну, чтобы наша молодежь дружила, общалась, помогала друг другу. В их стране, в нашей стране проводились большие крупные мероприятия для нашей молодежи. Насколько сегодня финансируется комитет? Понятно, что в тяжелое время не хватает средств, и вы часто пользуетесь помощью своих друзей, они помогают нам, финансируют. Наших спортсменов великих, это прежде всего Харитон Агарба, это Султан Ибрагимов, Хабиб Нурмагомедов, Сан Саныч Карелин. Сан Саныч Карелин, эти мировые звезды, в ближайшее время тоже я их пригласил, они приедут к нам в страну.
Во-первых, они нам помогают тоже, я им хочу сказать огромное спасибо, и чтобы они пообщались с молодежью нашей, и чтобы, я думаю, что выступили по телевизору. Вы знаете, что Сан Саныч Карелин, депутат 5 созывов, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион. Таких в России всего лишь 3 человека. В этом Сайтиев, тоже трехкратный олимпийский чемпион. И вот таких звезд мирового уровня мы будем приглашать в нашу страну. Я уже разговаривал с каждым, и я точные сроки скажу, когда они приедут к нам в гости в нашу страну. Надеюсь, что и президент их пригласит к себе, чтобы пообщаться. В общем, я думаю, что у нас все получится. Какие проблемы вот сегодня стоят перед вами? Проблем, конечно, много, но вот самое основное это что? Ну, самое основное, вы понимаете, да, тяжелое время. Мы не можем проводить соревнования в залах, вы понимаете, да, там борьбу, бокс. Ты же не проведешь их на улице, понимаете, да? И, конечно, везде сейчас тяжело, в Абхазии не хватает финансовой поддержки, но я думаю, что скоро будет все лучше и в спорте, и в науке, и во всех направлениях. За это мы на это надеемся и за это служим своей Родине. А специалисты у вас есть? Или вы приглашаете тренеров? Я считаю, что у нас очень шикарные тренера с большим опытом. Есть в некоторых направлениях, где мы пригласили специалистов из России тоже. Вот, например, директор лиги нашей Виталий Федоренко, который уже лет 12 трудится в Абхазии. В этом году мы дали ему гражданство абхазское, попросили обратно же президента нашей страны. Теперь он гражданин Абхазии. А родом он вообще с Луганска. У вас была возможность провести инвентаризацию? Сколько объектов находится в вашем ведомстве, в каком они состоянии? Вот, допустим, если футбольное поле находится в Гулерипском районе, оно принадлежит кому? Оно под подведомственное или же администрация Гулерипского района? Нет, это администрация Гулерипского района. То, что у меня тут в ведомстве есть, это раньше было больше, сейчас меньше. Вы понимаете, да? В моем ведомстве находится республиканский стадион, учхоз. В каждом городе есть глава, который платит зарплаты, и они подчиняются ему, но не мне. Республиканский стадион, в каком он состоянии, что-нибудь планируется, ремонтные работы? Я понимаю, что это дорогостоящее мероприятие, но и тем не менее что-нибудь есть в перспективе? Вы знаете, что наш республиканский стадион, многие на этом стадионе выросли, все наши знаменитые футболисты, начиная от Ахрика Цвейба, братья Аджинджеловцы, я тоже играл на этом поле. Все, которые играли в высшей лиге, в чемпионате СССР или сегодня играют в чемпионате России, в то время это было единственное поле, все через это поле прошли. К сожалению, сегодня это поле очень в плачевном состоянии, сам стадион, туда нужно большие очень вложения, но мы с Кристиной Константиновной, я общаюсь, прошу, говорю, но я думаю, что в ближайшее время она нам поможет, и мы своих друзей просим, мы просим министра спорта России Матыцына, тоже как раз мы его просим, Матыцына, министра, чтобы он нам помог. Он сказал, что нам нужно заключить договор. Если у нас это все получится, если мы подпишем этот договор, я надеюсь, что они нам обязательно будут помогать. Нам нужны очень залы многофункциональные, вы понимаете, да, и сэндвич-панели хотя бы в каждом городе нам нужно для начала хоть в этих залах, сегодня они современные, да, в России строятся. Такая программа есть российская «Здоровье нации» или «Мир без наркотиков», что ли. Эти залы строят очень много, даже между домами, да, чтобы уже
вы понимаете, да, чтобы молодежь завлечь в залы обратно, чтобы здоровье, чтобы и мы должны то же самое делать, обратно же повторяюсь, от Гали до Псов, не только в городах, но и в наших деревнях, там тоже очень здоровые ребята должны заниматься, вся нация, я считаю, должна заниматься спортом обязательно. Если даже чемпионы мира не будут защитниками своей родины, своей семьи, своих матерей, это же тоже очень огромный плюс. Я считаю, каждый парк, который в нашей стране, там и в деревнях, и в городах, должны обязательно там турники, вы понимаете, снаряды для детей, взрослые, чтобы все занимались, вы понимаете, да? В здоровом теле здоровый дух, я только так понимаю. И, понимаете, и генофонд, вы понимаете, я все вместе ассоциирую, что принесет большие результаты. И мы должны это пропагандировать. Вы должны в день, я считаю, что 5 раз, вот как, я не знаю, люди читают там Коран, там молятся Всевышнему, я считаю, что вот так в 5 раз, в 6 раз по телевизору должны показывать, понимаете, и равняться наши Ахрика Цвейба, Дениса Цергуш, Дато Аршба, эти заслуженные мастера спорта международного класса и заслуженные, их надо понимать, и как живой пример, который сегодня приносят и в тренерском поприще, и в жизни, которые дают правильные примеры, на которых должны равняться наши дети, понимаете? Но по-другому невозможно. Уже все устали, уже хотят тренировки профессиональные, игры профессиональные. За это самых лучших детей, которые мы имеем. Да, вот сегодня приехала Академия «Зенит» Санкт-Петербурга к нам. Мы встретили, что могли, все самое лучшее, что мы имеем, мы им представили, да. Но за то, что мы не имеем таких условий, да, самых лучших детей, кто им понравится, они заберут в Санкт-Петербург. Хорошо, а кто не смог уехать, такие же тоже ребята есть. Они же молодые, маленькие ребята, им же тоже надо же, а их куда деть? Они должны продолжать же. Им же тоже нельзя останавливаться. Из-за этого мы должны в нашей стране, еще раз говорю, пропагандировать, говорить только спорт, здоровье, наука, молодежь, вы понимаете, да, молодежь у нас очень золотая, очень грамотная, очень умная, что мало у нас примеров, которые умницы, врачи, спортсмены. Дениса Цергуш весь мир знает. Почему его знает? Потому что он в финале боролся с американцем. Американцы считают, как бы вольная борьба, это что они ее придумали, но Денис Цергуш, видите, как выиграл. Вот. А что, Гудаута 25 тысяч населения сегодня. С маленького городка Ахрацвейба. За сборную мира играл в книге рекордов Гиннесса. Единственный в нашей нации. Беслан Губли, обладатель Кубка уже новой России. Вы понимаете, это же результаты, правильно же? Возьмите Виталика Дороселия. Вот к чему мы должны стремиться, где мы должны брать примеры. А так больше у нас ничего не будет хорошего, если мы не будем, вы понимаете, выводы делать в правильном направлении. Нас только может украсить и мировое признание – это спорт и искусство. И наука, конечно же, обязательно. Что нас еще может украсить? Больше ничего. И мировое признание мы можем только в этом направлении получить. Насколько мне известно, вы планируете открыть филиал бойцовского клуба, такой вид, как грэпплинг. Как вам это удалось? У нас есть вообще любители этого вида спорта? Это как бы новый вид спорта в Абхазии, да, грэпплинг, но у нас есть хорошие друзья в России. Они уже в 40 городах открыли свои клубы. И вот мы как бы дружим вместе, и они приехали ко мне в гости и будут открывать у нас тоже в Абхазии этот вид спорта. Но вы знаете, что как война прошла в нашей стране, уже 30 лет прошло, да, а футбол у нас от Псов только до Гали. Мы попросили президента Федерации Крыма, нашего друга, потом они общались с президентом Федерации студенческой лиги России, потом эта просьба попала к министру спорта России, и они одобрили наше участие в студенческой лиге России. Мы планируем для развития,
для нашей молодежи, для нашей как бы студенческой лиги, чтобы они участвовали. Одна команда в первенстве Сочи, она будет участвовать, а другая команда высшей лиги, студенческой лиги. Это годовой турнир будет проходить в Крыму. Но я попросил, когда мы наберем форму, когда мы вкатимся, я попросил президента Федерации студенческой лиги, чтобы один тур мы провели в Абхазии. Если мы будем хорошо выступать и у нас все будет получаться, один тур обязательно, я обещаю, что он пройдет у нас в Абхазии. Хотя уже годовой турнир уже оплачен, что будет в Крыму. Ну, посмотрим. Я думаю, что у меня все получится, чтобы мы сыграли здесь дома, в родных Университет стенах. вас поддержал? Да, хочу сказать Олегу Алексеевичу Гвараме большое спасибо, что он везде нас поддержал, стал рядом. И вы знаете, что он занимался боксом, и он в нашей нации, их мало, которые были судьями на Олимпиаде в Москве. Это Олег Алексеевич Гвараме и Барцис Валерий Чинчорович. Их очень мало было, к сожалению, вот, которые тоже на Олимпиаде славили нашу страну вот такими результатами. Какова перспектива маленьких спортсменов? Ну, понятно, что они не все будут великими спортсменами, да, но талантливым нужно помочь. Я говорю сейчас об учебе. И в этом плане открытие филиала «Зенита» в Абхазии – это большой шаг. Самое главное в нашей стране, да, что бы мы ни делали вместе с вами, да, о чем бы ни говорили, самое главное – это наши дети. Дети – это наше будущее. Все, что мы делаем или будем делать, мы должны вкладывать в наших детей, чтобы они прославляли нашу страну, чтобы стали великими спортсменами, чтобы они достойно выглядели на международных турнирах. Какова перспектива футбольного стадиона «Динамо»? Насколько я знаю, сейчас он не находится ни на чем балансе. Ни на балансе города, ни на балансе спорткомитета. Скоро будет, наверное, кто-то его возьмет на баланс. Это руководство страны решит, кому отдать на баланс. Но на сегодняшний день это самый лучший стадион в нашей стране, который имеем. Во-первых, он территориально в центре города, и поле сделано по мировым стандартам. Мы на этом стадионе проводили чемпионат мира, и все товарищеские международные игры мы проводили на нем. По крайней мере, на сегодня лучшего поля пока мы не имеем. Вот вы вспомнили про Канифа. В этом году, по-моему, планируется в Ницце, да? Наша сборная примет участие, она готовится или же пока рано об этом говорить? Ну, сейчас только начнется чемпионат Абхазии. Только-только начнется. Сейчас суперкубок будет. И потом чемпионат. И будем смотреть, кто в какой форме выглядит. У нас есть некоторые ребята тоже, которые играют за рубежом. Ну, это будет решать тренера сборной национальной нашей. У вас, по-моему, насколько я знаю, в планах еще провести здесь турнир северокавказских... Да, горских народов. народов. Да, что это будет и как это будет выглядеть? Да, вы знаете, что Северный Кавказ – это наши братья. Я уже говорил с президентом, с Ислам Георгиевичем Бжаня. Если у нас все нормально, не будет никаких болезней, пандемии не будет, я считаю, что мы обязаны провести. Мы когда-то до войны проводили этот турнир в Абхазии, горские народы. А почему я говорю, это наши братья, это самое главное. А второе, на Северном Кавказе много лиг, вторых, первых, высших, вы понимаете, да, во всех направлениях, не только в футболе, в боксе, в борьбе, силовые все виды спорта, почти там весь Северный Кавказ, посмотрите, борцы там, да, и чтобы мы вместе проводили здесь международные турниры, чтобы развивали, чтобы дружили, это наши братья. По разным видам спорта, да? По разным видам спорта, борьба, бокс, волейбол, баскетбол, все виды спорта, которые мы имеем в нашей стране, обязательно. Мы же для этого хотим, чтобы на сегодняшний день, к сожалению, у них результатов больше, чем у нас. И я думаю, что скоро, если мы будем вместе тренироваться и дружить, я думаю, что у нас будут результаты тоже одинаковые. Ну и завершая нашу беседу, традиционный вопрос. Вы нам можете рассказать
конкретно каком-нибудь проекте, который вы осуществите, ну, за определенный срок? Мы сейчас поедем на открытие студенческой лиги в Крым. Руководство тоже приглашено. Поедем на открытие. Это сейчас событие, первое, которое, да, и второе событие у нас это Санкт-Петербург «Зенит», что Академию здесь мы официально открыли. Я считаю, что это очень большое достижение. Академию «Зенита» это для детей, студенческая лига России это для молодежи, нашей для перспективы, договора, контракты, потому что это РФС, и судьи, и тренера, и агенты, все будут смотреть, все будут на них смотреть, и самых лучших игроков мы будем отдавать в высшие дивизионы нашего ближнего зарубежья или в Россию тоже. Джамал Резович, я вас благодарю за беседу и желаю вам удачи в Спасибо, работе. спасибо большое.